Здравствуйте, снова опять журналист Олег Желнин, средства массовой информации, телепрограмма «Точка взаимодействия», интернет-ресурс Округ ТВ. Мы продолжаем, мы находимся в гражданском форуме 2019, и сейчас здесь идет опять обучение, лекции, людям рассказывают, и в это время здесь проходят выставки. Можно узнать, вот, что здесь за выставка? Представьте пока. Я Сидоров Самсон Иванович. Вот, наш проект возрождения кузнечного дела в Атаманском наследии. Мы начали с исследования старожилов, спросили, что да как, и они рассказали, что у нас выплавляли железо, были кузнецы. Мы собрали детей и пошли в экспедиции, нашли в обнажениях железную руду местную и выплавили, которые принесли, выплавили из них железные крицы. Потом Это президентский грант, да? и поэтому мы получили из фонда президентских грантов грант в сумме 490 с чем-то. И вот тысяч. Ага. И Атаманский наследие находится в Горном Улусе. Это маленький наследие, там 700 человек. Я правильно понял, вы рождаете когда-то в древности там занимались кузнечным делом. И что, в Горном Улусе вы нашли чуть ли не железную руду? Нет, ну нашли железную руду и нашли. Вот они лежат. И выплавили крицу. Вот получили. Мы с каждой печки, вот такой маленькой вот такой печки, получаем по 5, по 6 килограммов. Мы несколько раз выплавили. Вот эта крица. Из этой крицы мы получили грант и сделали кузню, маленькую кузню сделали. Ага. И вот там занимаемся в кружке Öbüge, вот занимаются с 5 класса по 11 класс ребята. И вот они делают вот это ножи, которые сделали воспитанники. Профессиональный кузнец выступает? Ну, типа, ну не слишком, но тоже начинающие сами, но вот просто вот из-за того, что есть там руда находится, вот начали вот только исследовательской работы и дошли вот с помощью гранта мы дошли вот до того, что вот сейчас сами делаем ножи. То есть полученный грант вам помог, да, но меня заинтересовало, почему вы выбрали именно детей, как бы, чтобы этому обучать. Немного расскажите, вот я вижу, что все это из нашей местной куской руды, ну потому что в детях потом они вырастут, могут дальше сами станут кузнецами, вот, чтобы пошли дальше вот с детьми работать. Они знали о том, что у них есть руда прямо в Горном Улусе? Да, вот они сами, дети, вот ребята с девчатами начали исследовательскую работу. Они исследовали, что старожилы рассказали им, что такое есть, да. И с этого все началось. Вот сами вот они в обнажении речки Сита нашли вот лежат железные руды. И вот ходим пешком в экспедиции, дети вот находят, вот речка, вот первая, вторая, вот и вот вторая, вот третья. А можно вот немного рассказать нам, да? Смотрите. У нас вот это все, вот железная руда, есть какая-то древняя технология, которую вы обладаете. Это сейчас так называется по-современному, да? И вот здесь какие-то изделия. Нет, это изделия, ребята, они прямо дети делают? Прямо дети делают. Вот ученик с 5 класса вот делал, он там уже, ну, не судите строго, вот только начинающий он вот тут все сделал сам. И вот поставку, все такое он сам сделал, вот 5 класс. А вот это 6 класс, типа вот, ну это простец ковки ножа, простец ковки, вот берется такой материал, делается тут это хвостовик, потом все это и вот в конце вот такой типа ножик выходит. Ну, в масштабе. Грантовских денег хватило там, как у нас говорят, на гор, там, на то, чтобы выплавлять.
Я просто знаю, что вы же используете даже, когда огонь используется, там тут даже дерево, которое горит, должно Вот. быть специальное. Вот сами изготавливаем с детьми вот, древесный уголь. Сжигаем дерево, там и береза, и сосна, и лиственница, да, сухие. Вот закрывается все это, когда все прогорает, закрывается и там делаем, короче, ну, тушится, входит древесный уголь. Это все крица. Вот что? Вот это выход крицы. Вот из этой руды выплавляем и выходят вот такие железо вот большая вот такая вот. А потом дети же делают вот такие изделия, да? Ножи делают. Но это пока дети делают из промсталя. Вот мы пошли дальше и начали делать вот уже с большими мужчинами, да, с соседями, вот, с молодежью. Вот делаем вот булатная, типа булатного сталя. Это в тигле. Вот эту железную крицу, которую мы выплавили, ставим вот в тигель и с помощью газа вот выплавляем 6 часов. Из него выходит вот выкованный нож. Это типа булата. Тигельная плавка называется. То есть вы возродили то, что хотели, вот, секреты древних. Древних, да. Можно сказать, что возродили. Сейчас, Современных каких-то приспособлений, я так понимаю. да. Мы сейчас вот дуем не мехами, там насосы, это все такое. Но вот, и вот гриндера мы купили с помощью президентских грантов. Станки, вот такие вот гриндера, вот ребята сами вот там работают, делают. И теперь Куют ваши там. планы есть? Вообще, сколько удалось ребят привлечь уже на профессиональной основе? Ну, не то, что на профессиональной основе, но вот дети с 5 по 11 класс, там у меня сейчас воспитанников 12 ребят. Наша школа маленькая, там 120 детей учатся, и вот тот. 10% достаточно серьезно. Тем более этим надо постоянно заниматься. Да, вот они ходят все равно постоянно. Вот с этого года мы с прошлого года вот начали строиться, а вот с этого года, вот прошлой осенью, вот с прошлой осенью вот дети уже ходят в кружок. И какие у вас планы? Ну, планы в дальнейшем дальше работать в кружке. Нет, будет кружок постоянно работать, дальше будет работать. И чтобы дети тоже вот начали ковать из нашей вот скрицы. Скрицы будем делать ножи, будем учиться. Это повлияло на детей, которые у вас там живут? Они много узнали о своем крае, да? Да, вот да. Из этого дети, из этого проекта, можно сказать, дети узнали свой край. Они ходят с нами далеко вот, как сказать, вглубь, можно сказать, да, они, За пределы своей жительства. да, ага. Ну вот, в основном сейчас походы делают вблизи поселка, пару километров ходят. А сейчас они вот видели там красоту своей родины, там можно сказать. Они научно-исследовательские работы ведут. И вот они вот, мы были в Тукулане, там у нас есть Тукуланы, обнажение гор. Они ходили вот по речкам, они плавали на лодках, все такое. Это благодаря грантам. Можно так сказать. Но из этого все вытекло в грант, можно сказать. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Мы сейчас еще посмотрим, какие здесь... Практически это выставка проектов, тех, которые получили гранты и которые уже действуют. Мы сейчас спросим. А вы тоже представляете какой-то проект, да? Да, нет, я руководитель, я в администрации работаю, а непосредственно руководитель НКО. Вот. У нас 4 проекта. Вот эти 4 проекта, да, это
совместный проект НКО и администрации, да? Да, ну, Это все близкие. Анкор. ага. Да. Я могу рассказать, да, Пожалуйста. Ага. Находимся в прямом эфире. В прямом В эфире, да. прямом эфире, да. Да, как вас зовут? Аксинья Андреевна, А, фамилия ваша? Худайбердиева. Я начальник, мы представляем Вилюйский УЗ. Я являюсь начальником отдела по молодежной и по социальной и молодежной политике. Ага, мы приехали командой в составе 8 человек. Мгм. И Вилюйский УЗ многонациональный, со своими традициями, с богатой историей. Всего в нашем УЛУСе 43 некоммерческие организации, из них социально ориентированных 34. И вот они представлены на проект, что вы уже Это гранты нет, получили? мы гранты, нет, это уже проекты представленные, это реализуемые, Это уже как? работающие в нашем УЛУСе работающие, да? Не, ну денежные А денежные средства в нашей администрации есть реализуемая муниципальная подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций», где каждый год предусматривается финансирование в размере 400 тысяч рублей. И после объявления конкурса вот наши некоммерческие организации участвуют, и по итогам вот конкурса мы по работающим проектам мы уже распределяем им денежные средства, чтобы этот проект работал. Да. Это на уровне Российской Федерации, да, в республике объявляются конкурсы. И на уровне муниципалитетов тоже объявляются конкурсы, предусматриваются денежные средства, да, и мы помогаем реализовывать их проекты. Проект, да? Да, ну давайте так, который вам больше всех нравится. Не знаю. Ну, у нас все проекты нравятся, все проекты хорошо работают. Вот у нас проект «Автоледи Экстрим» общественное объединение, да? Проект «Вилюйск доброжелательный к детям». Вот этот проект уже работает с 2009 года. 10 лет. Суть это, вот руководитель Мария Петровна, координатор общественного объединения Вилюйского УЛУСа, это цель, да, помощь многодетным семьям, малоимущим, проблемным вот семьям, поддержка в виде одежды, в виде продуктов. Но это по наслегам, они автопробеги делают, и непосредственно там они вот тоже поддерживают семей, да, помогают и одеждой, и финансово, и продуктами могут помочь. Автоледи Экстрим, это в смысле, представьте, пожалуйста. Это... Мария Петровна Томская, руководитель общественного объединения «Автоледи Экстрим». И вот это суть вот этого проекта состоит в том, что ездите по наслегам, да? По наслегам. Мы работаем с главами... Будете помощь там. И так Да, далее. всем мы оказываем помощь пострадавшим от пожаре, трудной жизненной ситуации, которые попали, вот таким людям мы помогаем. А действительно, вот государственная помощь, она иногда, не успевает вовремя, это факт. И вы как бы практически заменяете государственные органы, или, как сказать, вместе работаете? Мы вместе работаем. Ну, мы вот этот грант получили только в 2016 году, 60 тысяч рублей. Только с администрации УЛУСа. Достигнуто успеха? Успехов у меня много, потому что мы вот 10 лет уже вот это у нас работает, этот проект работает всего. Всего у нас 150 семей мы помогли и 800 детей. Достаточно серьезно. Да, это и вот сумма, которую мы тратили, да, она около 4 миллионов рублей за 10 лет. Да. В течение 10 лет, да. Это как бы вы у спонсоров собирали? Мы свои деньги, у нас и взносы, и спонсоры иногда находим, но в основном мы свои деньги. То есть у вас технология уже отлажена? Да. И люди уже ждут, да? Ждут они каждый год 2-3 раза мы автопробеги делаем. А еще какой проект вы делите? Проект, вот экологический фонд «Зеленый пояс Вилюя», проект «День реки Вилюй». Это 25 мая население выходит собирать мусор около берега водоемов, сухой мусор, большие вот эти тоже конструкции тоже могут быть. И сразу с вывозом У нас 25 проводится уже 25-го, вот у нас, вот видите, 25 мая все выходим, и вот это... А тогда
скрывается тогда? Да, уже, да. А мы все убираем Бутылки, вот даже вот сухой мусор. Вот фотографии же есть отчет, какая работа проводится. И кто там участвует, кроме... Ну, школьники, студенты, общественники, старшее поколение тоже. Это как праздник. Помимо, да, помимо субботников еще организуется конкурс ухи, конкурс вот всяких рисунков, акции проводятся. А вот два национальных проекта я смотрю, да? А вот они... Не, это вот агаюрага. Агаюрага – это для мальчиков, для юношей, казам, вот охоты к рыболовству. Зимой они как бы это подледная рыбалка, а летом сетевой тоже. Вот казам они учат, отцы учат молодых юношей, мальчиков. То есть, ну, если так спросить, учат ловить карася, да? Да, По древним по-простому, да. И стрелять из древнего ружья, Да, все. Очень тоже, третий год уже работает этот проект. А вот этот проект? Этот проект, как бы это Расанам Разбелю, у нас же вот в прошлом году же такая это была же Салроса, вот реку загрязнение, экологическая катастрофа же была, как бы загрязнение, да, и они бы против этого, они вот делали в школах, детсадах, это много делали, вот, журавлики, как бы акцию делали, акция. Вспомнил, да, Да, было прошлое, же, да, журавлики, много журавлей сделали, они даже Илдарханов побывали, вот, руководитель Прасковья Гаврилевна, и они вот тоже подарили стих. Что вы можете рассказать нам о вот этом гражданском форуме, какие у вас планы? Ой, планы, да. Вчера очень хорошие дискуссионные площадки были, интересные, посетили. И каждый год мы вот приезжаем, да, делегации, и очень много новое берем. Может, законодательство новое, или же все-таки что-то такое новое? Нет, это каждый год, как форма меняется, да, и как бы каждый год у нас по республике, по улусам некоммерческие организации работают. Реализация своих работы идет. У вас, то есть, появляется своеобразный обмен опытом? Обмен, да, между, да. Смотрите друг друга, потом... Учимся. Каждый год вот, проводится вот, да, традиционные, новое что-то берем. Спасибо. К своей работе. Ага. Огромное спасибо. Здесь еще представлены вот, городской округ Жатай Республики Саха-Якутия, Жатайское станичное казачество, учебно-полевые сборы Жатайского станического казачества с общим детским казачьим клубом «Патриот». Сейчас давайте посмотрим, сейчас идет как раз обучение, ну, как бы лекция. Сейчас зайдем, посмотрим, чем там наши общественники, кого слушают. Вы немножко посмотрите, а потом перед нами выступит один из руководителей Общественной палаты России. Во всех регионах, да. Вот. И в других, я понимаю, вы выехали в другой регион, там что-то, но обычно все-таки, вот волшебная, то есть ссылка, сказать, что вот мы реализуем проект по гранту президента Российской Федерации, на сайте фонда президентских грантов есть карточка любого проекта, можно показать, сказать, вот наш проект. Но в крайнем случае, конечно, позвонить там в фонд президентских грантов можно. У нас наш телефон все время практически работает. То есть вот там он здесь на экране есть. Всегда можно позвонить, сказать, если уж совсем сложности, но обычно срабатывает. То есть я думаю, что здесь просто нужно выводить, как сказать, вступать. Но тоже очень важно, коллеги, я вас призываю, что вот когда мы говорим, вот я возвращаюсь все время к вашему самому девизу вашего форума «Наша сила в единстве». То есть важно всегда и как общаться, потому что у нас были прецеденты тоже вот в рамках проекта, когда организация получила президентский грант, приехала к себе в регион, говорит, так, я теперь получаю президентского гранта, значит, я теперь могу к главе администрации так ногой дверь вышибать, заходить. То есть мы все партнеры, мы коллеги, поэтому важно этически сохранять правильное. То есть вопрос же даже, когда там, если регион, к вам там муниципалитет что-то запрашивает,
вопрос, что мы должны быть корректными с друг другом. И эта корректность, она всегда очень здорово помогает. То есть надо, несмотря на то, что есть президентский грант, на то, что у вас реально будет административная поддержка, информационная поддержка со стороны нас, но это не означает, что вы можете как-то, там, что называется, вот как чиновники иногда бывает там чванливы по отношению к представителям общественности, так но это неправильно. Но и неправильно, если общественники по отношению к чиновникам чванливы. Поэтому мы должны партнеры. Вот без власти мы все равно ничего не сделаем. Поэтому мы должны быть вместе. И даже если, еще раз я повторю свой посыл, что мы иногда, если мы с чем-то не согласны, нам не нравится, нам может даже человек не нравится, но мы понимаем, что только вместе мы можем что-то сделать. Потому что вот наша сила действительно в единстве. Поэтому здесь, все ресурсы фонда, я думаю, что сейчас уже мало таких случаев, когда кто-то не знает про гранты президента, и что вот если проект по гранту президента Российской Федерации, это обычно хорошо срабатывает. Поэтому просто нужно проявить такую напористость определенную, но в пределах, естественно, вежливости. То есть я думаю, что все получится в этой ситуации. Вот. Вот мы сейчас мы еще обещали, вот организация инвалидов, да, мы сейчас сейчас мы про вас помним, да, но вы хотите не... Обязательно. Мы просто смотрите, мы же, коллеги, просто давайте мы на вопросы ответим. Да, все понятно. Хорошо. Сейчас вот мы давайте. ОРО пациенты гемодиализа Республики Саха-Якутия. У меня такой вопрос. У нас есть календарный план мероприятий. Да. Там их 10-15 где-то мероприятий в течение года. Да. Мы можем объединить это все в один грамм. Но вот смотри, еще, если у вас разная деятельность по проекту, все разные мероприятия. Нет, разные мероприятия. Конечно, но вы можете разные мероприятия. Социальная реабилитация инвалидов. Правильно, в рамках, но в той логике, в которой я рассказывал, то есть одна цель, понятно, что вы социальная реабилитация инвалидов. Дальше задачи могут быть разные, то есть у вас в рамках реабилитации кого-то вы можете трудоустроить, кому-то помочь с получением высокотехнологичной медицинской помощи, понятно, кому-то какое-то специальное оборудование реабилитационное приобрести. Это все может быть частью одного проекта, если одна целевая группа, если одна общая цель, если это в одной логике, то объединить разные мероприятия вполне можно, конечно, можно, мы об этом говорим, даже из разных направлений. То есть даже если у вас есть, например, инвалидов еще и с ними культурные мероприятия проводите, у вас и реабилитирующие, и культурные. Мы говорим, все это возможно в рамках одного проекта. Главное, чтобы это было в единой логике. Так что все. Давайте последний вопрос тогда мы выдадим. У меня вопрос, который касается проектов... Дайте микрофон, пожалуйста, коллеги. Добрый день, Лига женщин города Якутска. У меня вопрос касается проектов, которые говорят к тиражированию. Например, проекта «Передышка», который тоже неоднократно был победителем фонда президентских. Вот. И у меня в связи с этим два вопроса. Первое. Какие рекомендации, если мы такой грант, конкретно «Передышка», наша организация решит реализовать на территории города Якутска? Какие рекомендации к оформлению проекта? И второе. Как часто те проекты, о которых говорят, тиражируются, они становятся победителями? Смотрите, если технология, если речь идет о тиражировании проектов, то есть вы берете какую-то уже технологию, которая в другом регионе получилась, то чаще всего вам нужно для того, чтобы проект получился, нужны письма поддержки и партнерства от той организации, которая является носителем этого знания. То есть она вам передает, например, как в случае, например, если это, например, по слепоглухим, то, например, фонд соединения, то есть вам нужно от него. Если, например, у нас есть уже несколько таких хороших социальных франшиз, например, и вот это, по сути, вам тогда в данном случае нужно тогда, чтобы организация, если вы берете технологию, например, «Передышка», то вам нужно от организации, которая является носителем технологии, чтобы они дали письмо, что они вас знают, что вы вы заложили в проект, что вы обучение к ним съедете, поучитесь, они к вам, например, приедут с какой-то супервизией, то есть они вам что-то методический материал, вот это все должно быть описано, что у вас уже с ней установлена эта организация, и вы должны обосновать, почему она нужна на территории, то есть потребность. И тогда у вас все сложится. То есть тогда, так что... Можно конкретный вопрос по бюджету?
Извините, а поднимите руку, пожалуйста. Можно? Да. У меня просто конкретный вопрос по бюджету. Я думаю, что он будет интересен всем. Просто мы уже участники, я знаю, что всех это будет интересовать. Давайте. В частности, вот в каком объеме можно закладывать зарплату участникам проекта, там, в процентном отношении или в цифрах, да? И если мы, допустим, приглашаем каких-то именитых преподавателей, там, до каких сумм могут быть им, там, ну, скажем так, за участие? Так, какие еще могут быть формы стимулирования, понятно. кроме зарплаты? Смотрите, у нас бывают проекты, в которых вообще зарплаты нет. То есть бывают проекты, которые почти стоят из зарплаты. У нас нет ограничения по проценту зарплаты в проекте. Ведь проекты все самые разные. То есть иногда бывает, что проект совершенно волонтерский. Например, молодежный проект, но часто бывает вообще без зарплаты. Бывает, что зарплата, ну вот она действительно почти все, потому что все есть, например, организации, но именно вот, например, есть уже там помещение, есть оборудование, но вот в основном нужно только именно на зарплату, там, тьюторам, педагогам, реабилитологам. Совершенно верно. Вот так бывает. Конкретно. Поэтому у нас ограничений нет. Есть предельный размер, то есть есть, опять же, процент занятости нужно указывать реалистичный, то есть у вас процент занятости, сколько человек работает. Бывает, что в некоммерческом секторе там человек работает, ну, не 8 часов в день, а там 4, 6, там 3 в день. То есть нужно указать процент занятости, и средняя зарплата средняя зарплата не может превышать 50 тысяч рублей. У нас написано вот документ методических рекомендаций Вот бюджета. цифра меня. Нет, 50 тысяч сейчас. То есть было 48, сейчас стало 50. Это средняя зарплата, не должна быть в проекте больше. Речь не идет всего за счет средств президентского гранта. То есть понятно, что вы, например, если у вас есть софинансирование, вы можете больше платить. Но то же самое, что касается именитых лекторов, то эксперты разрешают привлекать даже известных лекторов, в том числе достаточно дорогостоящих. Вопрос в том, что там нужно это обосновать. Почему он нужен, этот человек? Почему вот именно только он, а у вас нет пророка в родном отечестве, нужно привести кого-то. Вот это нужно обосновать. То есть при качественном обосновании почти всегда у нас есть варианты и привоза, в том числе и серьезных, очень дорогостоящих лекторов, если по-другому никак нельзя. Но это нужно доказать. То есть это придется доказать экспертам. Хорошо, спасибо. Илья Владимирович. Да, как коллеги, да. Но мы уже, у нас уже время. Вот, я хочу выразить вам благодарность и подарить книгу, и все. Книгу, спасибо, я обязательно. Спасибо вам огромное. Спасибо огромное. Спасибо. Друзья, форум продолжается, поэтому у нас и мы с моими коллегами, вот здесь присутствуют еще представители, так сказать, мои коллеги из фонда, поэтому мы здесь остаемся, и у вас будет возможность сейчас перерыв, а у нас будет возможность дальше все равно с вами пообщаться, и у вас возможность будет еще и выступить. То есть сейчас будут как раз секции, будет возможность там себя представить. Так что, коллеги, спасибо вам большое и успехов вам уже в рамках нашего этого конкурса. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сегодня была очень подробная у вас презентация, но все-таки хотелось бы понимать, как система оценки происходит проекта. Все-таки упаковка может быть классной, защитились, получили, а как оценить эффект? Ну, во-первых, у фонда президентских грантов очень серьезное сообщество независимых экспертов. И они оценивают любую инициативу граждан с позиции того, насколько она востребована на территории. Вот настоящая эта работа, будет ли реальный эффект от этой помощи, кто получатель поддержки. И те люди, которые берутся за это дело, они справятся вообще? Вот если на эти вопросы есть ответы, то любой проект имеет шанс получить поддержку президента Российской Федерации, получить грант президента Российской Федерации. Но получить грант – это лишь полдела. Важно потом еще качественно его реализовать. И мы внимательно оцениваем после реализации каждого проекта, мы смотрим, а что получилось. Выполнено ли то, что задумано, достигли ли те результаты. И, конечно, это дальше будет влиять и на потом перспективы получения этими организациями новой помощи, новых грантов. Ну и, конечно, те, кто лучше всего проявит себя, тут уже и информационная, и административная поддержка. Мы тех, у кого все хорошо получается, приглашаем и на различные форумы, конференции, в том числе в другие регионы, показываем примеры лучших проектов.
Еще можно вопрос, зависит ли тематика подаваемых проектов от того, какие национальные проекты сейчас реализуются и от послания президента Российской Федерации? Но, смотрите, коллеги, конечно, вот президент в майском указе прошлого года сформулировал самые значимые для страны направления деятельности. Они включают в себя здравоохранение, образование, демографию, то есть те вопросы, которые на самом деле волнуют каждого и затрагивают каждого. И, конечно, именно поэтому проекты фонда, которые мы поддерживаем, они также пересекаются. То есть здесь что волнует людей? Их волнует как раз вопрос собственного здоровья, образования детей, вопрос социальной поддержки, в том числе вопросы культуры. И все эти направления, они лежат, как бы, собственно, самые главные направления, которые есть в конкурсе президентских грантов. И по всем из этих направлений можно получить поддержку на реализацию своей инициативы. Но, естественно, президент, вот, например, последнее послание, президент говорил о значимости развития малых городов, сельской местности, потому что люди, которые живут в глубинке, они, благодаря интернету, видят, что происходит в стране, они видят, как развиваются города, и у них есть запрос, они говорят, а мы хотим, чтобы было так же, мы хотим, чтобы в нашем селе был там красивый парк, мы хотим, чтобы у нас было культурное пространство, чтобы была спортивная секция. На все это можно получить в том числе грант президента Российской Федерации, и, собственно, президент об этом говорил, что проекты, например, в этом году проекты в сфере краеведения, экологии, проекты по сохранению культурного наследия, по сохранению и развитию традиций ремесел. Это все находится в фокусе внимания Фонда президентских грантов. Насколько активен Дальний Восток и Якутия? Но Дальний Восток сейчас становится все более и более активен. То есть мы видим увеличивающееся количество проектов и хорошо проработанных инициатив из регионов Дальнего Востока. А в Якутии уже количество поддержанных проектов, поддержанных президентом Российской Федерации, уже исчисляется десятками. То есть уже и мы видим активность в нашем предыдущем конкурсе. Вот уже по итогам первого конкурса этого года 11 проектов из республики получили поддержку президента Российской Федерации. Вот сейчас идет текущий конкурс, он идет до 31 июля, и мы надеемся, что вот проходящий гражданский форум, он поможет сформулировать и представить на конкурс еще больше хороших подготовленных инициатив. А это, в свою очередь, что такое проекты, зачем они нужны? Это то, что потом поможет людям. Это будут проекты в сфере образования, здравоохранения, культуры, в сфере экологии. То есть все это потом будет уже реализовываться в районах республики, и мы надеемся, что таких проектов будет, конечно, больше. Сегодня были очень простые вопросы вам заданы внутри уже, да, после вашей презентации. Означает ли это, что на месте все-таки нужно усилять работу по подготовке НКО к подготовке проектов? Но кажется, что подать заявку на президентский грант это очень сложно. На самом деле это не совсем так. То есть вот многие же учились в вузах и знают, что такое курсовая работа. Вот заявка на грант президента не сложнее курсовой работы. То есть просто нужно потратить немножко времени. Нам кажется, что это бумаги, а бумаг мы вообще не требуем никаких. То есть у нас вообще не нужно не собирать справок, ничего. Нужно просто описать, что вы собираетесь делать. Нужно доказать, что есть проблема на территории, что эту проблему вы сообща, совместными силами, с другими организациями, со своими единомышленниками вместе готовы решить. И если это так, то тогда дорогу осилит идущий, тому, кто делает настоящее дело, всегда найдется возможность его поддержать и дать ему дополнительные ресурсы. Как вы оцениваете работу, так скажем, регионального, Якутии, да, когда есть у вас президентский грант, есть главы грант, есть муниципальный, есть это? А вы знаете, это очень правильно, что у нас есть на разных уровнях, оказывается, поддержка. Есть муниципальные гранты, есть гранты главы республики, и есть уже грант президента Российской Федерации. Ведь часто организация, только есть инициативный человек в селе, ему сначала, конечно, лучше пройти через систему муниципального гранта, то есть таким образом научиться пользоваться целевыми средствами, формулировать цели, задачи, понимать, как вообще реализовывать социальные проекты. Ведь это тоже требует определенных знаний. И каждый раз, когда ты делаешь новое дело, ты учишься. То есть уже на практике, не за партой, а в реальной жизни. То есть ты помогаешь людям, понимаешь, с какими трудностями они сталкиваются, сам проходишь через какие-то
полосу препятствий, потому что социальная работа и общественная деятельность – это не всегда легко. Но в итоге, благодаря вот этой работе, ты становишься грамотнее, профессиональнее, и потом ты можешь уже выходить на следующий уровень, получать потому что это уже грант главы республики, это уже высокое поощрение, и это уже свидетельствует о том, что организация очень хорошая. Ну и дальше уже можно, пройдя вот эти этапы и научившись, можно уже претендовать на грант президента Российской Федерации. Все?